Салам алейкум, хурматле милләттәшләр, һаумыгыз дуслар. Здравствуйте, подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях наш частый гость Шмурат Хадрят Хайбулин, человек, который имеет не только духовное образование, не только который является духовным лидером, но и человек, который имеет и светское образование, а именно он у него есть филологическое образование, также у него есть э, образование философа, психолога. Психолог. Психолога, да. То есть, он закончил наши башкирские. А, Салам алейкум, Ишмурат Хадрат. Валейкум ассалам, Руслан. Рад тебя видеть. Взаимно, взаимно. Сегодня мы хотели бы поговорить, сегодня тема нашего разговора такая животрепещущая тема, которая является очень острой, очень болезненной для башкирского общества и вообще для, наверное, всех народов России, сегодняшней России, а именно тема родного языка. В нашем случае это башкирский язык. И э, башкирца параихма, руса параихма, Ишмурат Хадрят. Это Давай, Руслан, на русском, потому что многие башкиры, которые не знают родного или плохо понимают, тоже должны все это услышать. хорошо, хорошо. Тогда, ну, каядыр башкирца кыстырабыз. Evet. Мгм. Да-да-да. А, Тогда да, тогда начнем на башкирском языке. Я согласен, на русском языке. Я согласен, потому что очень огромное количество башкир, татар, которые понимают прекрасно башкирскую речь. На самом деле, ну, настоящий татарин, который прекрасно знает свой язык, но, к сожалению, сегодня огромное количество и башкир, и татар, которые не знают своего родного языка, даже не то что разговаривают, даже не понимают, о чем идет речь. Поэтому и речь на... Так, тема вообще проблемы башкирского языка, его сегодняшнее состояние, какие прогнозы на будущее башкирского языка. И вот если начать нашу сегодняшнюю разговор вообще, эту тему, то начну, наверное, с того, что в 2009 году а, ЮНЕСКО объявила башкирский язык как, ну, присвоила ему статус, точнее, как статус уязвимого языка. Это было в 2009 году, напомню. С тех пор прошло 15 лет. То есть я уверен, что ситуация с языком стала еще хуже. То есть вот, по твоему мнению, вообще, какое сегодня положение у языка у башкирского? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Руслан, тут а, можно вести вот эти размышления, ну, с двух ракурсов. Как оптимисты и как пессимисты. И для обеих позиций есть основания. Ну да, в чем-то, конечно, башкирский язык утратил свои позиции. Но вообще сначала начнем с того, вот, как ты сказал, башкирский язык назвали уязвимым, да, по параметрам ЮНЕСКО. Я, честно говоря, когда сам пытался понять, по каким понятиям делили вот на эти градации, уязвимый, значит, языки, которые в зоне риска, на грани исчезновения и так далее, и так далее. Вот мне, честно говоря, тогда как-то показалось, что назвав башкирский уязвимым, это еще как-то использовали более легкий термин, некий эвфемизм. Ну, ты знаешь, уязвимые языки – это языки, на которых, внимание, там пишется, да, большинство детей разговаривают в семьях, но сфера языка ограничена, скажем, там, бытовым применением. Бытовым уровнем. Да, но именно этот статус имеет, например, и белорусский язык. Я думаю, все-таки ресурсы немножко несопоставимы. Республика Беларусь, там все-таки больше людей, которые ну, просто количественно больше. И вкладывается, я думаю, все-таки немножечко больше ресурсов в сохранение белорусского языка. Вот. Так что уязвимый и белорусский, и башкирский, тут, по-моему, можно немножко поспорить.
ну и так далее. Другие вот градации, если рассмотреть, э, конечно, мы не можем сказать, что башкирский язык сегодня на грани исчезновения, но, честно говоря, что-то около того к этому идет семимильными шагами. Вот примерно так можно оценивать. И еще раз напоминаю, если рассуждать как пессимист, а как оптимист мы еще потом скажем. А если можно, Ишмурат Хадрят, звук погромче сделать, сделай, пожалуйста. Я продолжу. Такой вопрос у меня, Ишмурат Хадрят, прежде чем как бы мы перейдем вообще к языку, к его статистике, да, что сегодня он из себя представляет. Вот у меня такой вопрос. До 2010 года, до правления Муртазы Рахимова, как-то особо каких-то проблем не замечалось в башкирском языке. Хотя, еще раз говорю, в 2009 году, еще вот, значит, при Муртазе Рахимове, уже язык тогда назвали уязвимым. Хотя тогда функционировало огромное количество башкирских школ с башкирским языком обучения. Вот, и потом, когда Муртазу Рахимова ушли, как говорится, да, ну, сняли точнее, да, если выражаться, и пришел Рустем Хамитов, началась вот эта вот знаменитая оптимизация, которая оптимизировала, ликвидировала огромное количество школ, в том числе башкирских, огромное количество классов башкирских, ФАПов, да, фельдшерских пунктов, ну и так далее. То есть осложнило намного жизнь сельских жителей. И общественность тогда активно работала организация Кукбуре. Потом появилась организация Башкорт. То есть во Всемирном Курултае Башкир, я помню, были такая организация, как учителя башкирского языка там объединили такую организацию. Была такая организация, как Тугантель, возглавлял ее Тимур Мухтаров. А, Ну и вообще, проходили различные флешмобы, различные пикеты, митинги. Вот организация Башкорт организовывала митинг, напомню, да, после речи Путина, да, вот заявление о том, что не родные языки должны изучаться в обязательном порядке. А, Организация Башкорт организовала митинг больше 3000 человек, куда приехали огромное количество людей, интеллигенции, башкирская элита, там были и ученые, и историки, и поэты, писатели, и БСТ, с БСТ были представители. И, ну, представители не имеется в виду, БСТ снимала, а имеется в виду, работники БСТ пришли даже на этот митинг, директора школ и так далее, учителей было большое количество. То есть была какая-то борьба, какая-то жизнь, борьба за башкирский язык была. Сегодня этого нету. Вот уже с приходом Радия Хабирова никакого вообще движения в защиту башкирского языка нет. Хотя напомню, что меня раскритиковала Тансулпан Буракаева, когда я сказал о том, что сегодня нету никакой борьбы за башкирский язык. Она раскритиковала, мол, говорит, ты не видишь этого, на самом деле это есть. Но если говорить, ну, надо правде в глаза смотреть. Если говорить о каких-то открытках на башкирском языке, которые продаются там, или, ну, не знаю, такие моменты, можно ли это назвать борьбой? Ну, наверное, да, но это не то, о чем я имел в виду. Вот твое мнение, Шмурат Хазрят, почему сегодня, вот уже 5 лет, как с приходом Хабирова, даже 6 лет, нету ничего, такой борьбы за башкирский язык? И вообще, как-то э, э, влияет ли на башкирский язык, нету борьбы за него? Ну, по поводу оптимизации. Остроумный башкирский народ придумал еще неологизм такой, яптомизация. Это слово фигурировало там в газетах, книгах. Ну, яптомизация, это значит яптым, закрыл. Ну, действительно, много школ закрылось. Вот эта статистика, которую, я так понял, раскритиковали, за 10 лет с 2007 по, по-моему, 2018 школ осталось 212, да, вот боюсь ошибиться в цифрах, Да, а было 212 школ 777. из 700 с лишним школ. Да, я так помню, 777 школ было. Это, конечно же, влияет. Это удар по языку. Естественно, но тут даже доказывать не нужно. Это очень страшные цифры. Что касается, ну, именно работы на республиканском масштабе, для сохранения языка ничего удивительного тут нет.
Кстати говоря, вот вернемся к некоторым таким высказываниям, когда некоторые люди говорили, что 10% только зависит от государства, да, а 90% это якобы сам народ, сами семьи должны сохранять язык. Ну, утверждение абсолютно глупое, я скажу. Тот, кто так заявляет, он ну, не понимает вообще, как вообще рождается, зарождается язык, как вообще языки проходили свое становление, как они закреплялись, и, внимание, как исчезали тоже. То есть вот этих всех процессов люди не изучали как бы детально, а кто с этим жил, думал над этим, историю хотя бы детально изучал, он может проследить, что ну, напрямую с институтами государства связано рождение, зарождение и вообще становление языков. Возьмите французский язык, например, да. Первый словарь там писался лет 60, был первый указ еще в 16 веке о введении французского языка вообще в оборот, о запрете там прочих диалектов. То есть французский язык стал тем, чем он является сегодня, именно вот э, по воле монарха и с его подписи все началось. И таких примеров, ну, просто тысячи. На самом деле тысячи. Далеко не надо ходить за примером. Ну, Мустафа Кемаль Ататюрк, который в том числе лично сидел, придумывал новые слова. Да? Вот этот язык не просто пером, не просто росчерком пера, а и кровью вводили в оборот. И кто это изучал? Я говорю же, не лингвисты пусть, но хотя бы историки. Кто это изучал, он знает. Так что говорить, что ну, даже если республика не будет ничего делать, не будут выделяться никакие гранты, не будут там указы определенные, да, мы все равно сохраним язык. Вот как хорошо, 90% от нас зависит. Нет, это абсолютный бред. Чтобы, сохранить язык, развивать его, и вообще, ну, интегрировать в современный мир, делать его адекватным там через каждые 50 лет, тут нужна только воля ну, институтов государственных. Сегодня такой задачи, как ты понимаешь, не стоит. Какие сегодня задачи стоят, но мы это прекрасно видим. Достаточно заглянуть в разные каналы. Но этих людей мы, Руслан, знаем лично. Где и в каком месте у них может болеть голова за башкирский язык. Если бы у них болела голова за башкирский язык, Руслан, они ну, не раздавали бы в том числе премии людям, башкирскую речь которых, да, ну трудно найти в интернете. Ну это же бред. Вот действительно там, например, какие-то люди получают за сохранение башкирского языка. Кто-нибудь слышал, как они красиво говорят на этом башкирском языке? Вот так, надеюсь, я. Ну, а вот на мой вопрос, почему нету борьбы сейчас за башкирский язык? А, вот то высказывание Путина, которое ты упомянул, которое потом превратилось в указ о том, что не нужно заставлять, да, и вообще, ну, это был удар по всем национальным языкам. Кстати говоря, мы вначале, наверное, забыли упомянуть, что обсуждаем башкир и так далее, говорим. Но не то, что не стоит такая задача, а стоит задача тихонько нивелировать влияние других языков. Потому что это рассматривается как ну, региональный компонент. Это рассматривается в том числе как и ментальный уход, ускользание каких-то народов ну, другим, там, в другие ментальные плоскости. Я так не стоит задача, стоит вот задача максимально. Брат Квадрат, связь пропала с тобой. А я слышу, Вот изображение пропало, вот щас появилось снова. Последнее, да, вот, от ты с момента, когда ты сказал, что вот, указ был Путина, всё пропало.
Мгм. То есть это явилось отправной точкой, чтобы минимизировать влияние национальных языков. Ну, вот в этом была суть высказывания. Так, Да, связь изображений. плохая, зависаешь. Ну, ладно, продолжим как есть. А, Мгм. Я напомню нашим зрителям, я хочу сказать, что вот этот указ Путина 2017 года, это был третий удар по языку. Это не первый и не единственный. Это был третий такой серьезный удар по языку, не считая там между этими тремя ударами какие-то были промежуточные. Первый удар по башкирскому языку и по башкирскому вообще образованию, не только по башкирскому, но и по другим, татарский, якутский, чувашский и так далее, был в 2007 году, когда отменили региональный национальный компонент. Когда отменили национально-региональный компонент, соответственно, национальные республики, у них отобрали право выпускать свои учебники по истории, по литературе, по регионоведению, где, скажем так, мы могли указывать, допустим, в учебниках по истории ту историю, которую мы видим с нашего ракурса. То есть как мы ее на себе ощущали как народ. А, Теперь после этого учебники все должны были проходить проверку в Москве после 2007 года, когда региональный национальный документ отменили. И если они не проходили проверку, ну а по-другому, то есть не проверка, а, скажем так, как Приведение правильно. в соответствие с требованиями Минобра. Приведение в соответствие с требованиями Минобра. Да-да. Да, да, И но известно. точнее, как бы полностью ее проверяли, весь учебник полностью проверяли на признаки всякого экстремизма, на признаки того, что, скажем, не соответствует э, политике государства. И если там написано, что башкиры поднимали восстание, допустим, потому что нас пытались насильственно христианизировать, там, или еще что-то, они просто э, не пропускали эти учебники. То есть была диктатура, да, своеобразная. Это был первый удар. Я помню, потом, Кукбуре проводили пикеты достаточно часто. Против этого, Тугантель организация проводила. Потом в 2009 году, я считаю, что был наиболее сильный, наиболее страшный удар по национальным образованиям. Это когда ЕГЭ заставили всех сдавать только на русском языке. Был издан указ, по которому ЕГЭ можно сдавать, государственный экзамен, выпускные, можно сдавать только на русском языке. То сразу же изменило систему образования национальных республик. Если раньше у нас до 11 класса можно было сдавать экзамены, вообще учиться на башкирском языке, и предметы все были, достаточно серьезные предметы были на башкирском языке, такие как алгебра, геометрия, химия, физика, да, вот точные науки. И, соответственно, термины были, учебники были преподаватели, которые преподавали эти предметы. То после 2009 года, после этого указа, все школы перевели до 5 класса обучение на башкирском языке. В дальнейшем обучение шло только на русском языке, чтобы детей подготовить к сдаче экзаменов по ЕГЭ. В самой глухой башкирской деревне преподавание было на русском языке. Это очень сильно подкосило вообще башкирский язык. И вот потом в 2017 году еще плюс добило вот тем, что как бы нельзя в обязательном порядке преподавать родные языки тем, для кого они не являются родными. Тогда он просто высказал это, еще даже не было указа, но уже прокуроры забегали по всем школам, начиная кошмарить директоров, потом начали заставлять писать заявления, то есть сами башкиры должны были писать заявление, чтобы их дети учились на башкирском языке. И плюс еще ввели такую норму, что в школе, если в классе, допустим, набирается 7 детей одной национальности, допустим, башкиры или татары или чуваши, предмет чувашский, башкирский, татарский вводится. Если не набирать, допустим, 6 детей, все, уже как бы они лишаются права уже изучать
свой родной язык. Эти вот 3 таких самых мощных удара было, а еще между ними, соответственно, какие-то другие. И, естественно, вот эта статистика, она и сказалась на том, что и количество школ, а, уменьшилось, количество учащихся на башкирском языке намного сильно уменьшилось. Вот, как ты считаешь, положение башкирского языка на сегодняшний момент какое? Ам, Часто люди, когда размышляют про ситуацию с определенным языком, часто можно же услышать размышления не от лингвистов, не от тех людей, кто профессионально занялся языками, да. Вот если оценить ситуацию с башкирским языком, тут надо разделить на две составляющие. Сами люди, то есть мы, башкиры, и сам язык. Сначала пару слов про язык. Башкирский язык вот в данной своей ситуации, вот, на данном этапе своей зрелости, уже интегрированности, там, с наличием всех словарей, энциклопедий и так далее, да, он, в принципе, самодостаточный. Говорить о том, что вот этот язык может взять и куда-то пропасть, потому что, например, нет на нем литературы, недостаточно он разработан, да? Я не знаю, там какие-то А, склонения Ишмурат недоработаны. Кадрат, я тебя Это перебью. Выключи, пожалуйста, видео. Давай только звук оставим, потому что вообще, плохо. У тебя картинка сейчас, а, надеюсь, лучше будет, да, да. И вот, надеюсь, будет слышно лучше. ага. И тогда продолжи, пожалуйста, Оставлю. свои мысли. Да-да-да. До сих пор, что я сказал, было понятно, надеюсь, было слышно. Если повторишь, было бы хорошо, потому что, А, ну, плохо слышно. Хорошо. То есть, когда мы говорим о состоянии языка, да, вот с чего разговор начался, уязвим ли он там на стадии или там исчезновения и так далее. И тут обязательно надо смотреть, в каком состоянии находится сама филология этого языка. Достаточно ли написано литературы, словарей и так далее. Вот если с этих позиций смотреть, то башкирский язык, конечно, он самодостаточен, он может быть интегрирован, ну, в любой, условно, 2030-е, 40-е годы. То есть с этим все нормально. Если говорить про сам народ, про носителей, насколько, ну, какова ситуация именно с желанием людей изучать язык, вот тут, конечно, очень печально. Все печально, потому что, ну, по тем причинам, которые ты в том числе упомянул, люди именно профессионально в школах не хотят изучать свой же язык, потому что им потом сдавать ЕГЭ. Им потом нужно адаптироваться в этой жизни, получать профессии, ну и так далее. Поэтому даже башкиры, даже в деревнях, в селах начинают размышлять вот так. Ну, я пойду на медицинский. Вот, чем мне вот поможет то, что я хочу получать аттестат на своем языке. Конечно, люди всегда склонны брать только практичное из этой жизни. Вот, то есть со стороны филологии башкирского языка, со стороны трудов, словарей, всего, что сделано для башкирского языка, ну, положение пока окей. То есть нет повода для паники, повод для беспокойства есть, но для паники нет повода. Что касается самих башкиров, то вот тут, конечно, очень надо долго работать. Когда, вот ты говоришь, с тобой спорят, да, в Телеграме, что у нас ведется работа, мы там что-то выпускаем, мы э, проводим цифровизацию, ну и так далее, и так далее. Это, конечно, хорошо, но это только часть работы для сохранения языка. Если не работать перед этим, наряду с этим самим народом, самими носителями, тогда при вот, полной обеспеченности языка всей необходимой литературой, инструментариями, он может все равно тихонько умирать. Надеюсь, вот это вопрос. Мгм. То есть, если как Надеюсь, бы слышно хорошо, Руслан? да-да, слышно. То есть,
Если, скажем, упрощенно сказать, то язык сегодня башкирский язык, сохраненный в словарях, в каких-то электронных носителях, в учебниках, в какой-то литературе художественной, в поэзии, он представлен очень хорошо, сохранился очень хорошо, задокументирован, переведен и так далее, то есть в большом количестве. То есть материал есть. Но, то есть и даже современные некоторые какие-то термины тоже переведены на башкирский язык. Мы даже можем опираться на народы, которые уже активно развиваются, такие как казахский, там, узбекский, турецкий язык и так далее. То есть у них, беря, берешь какие-то там, допустим, слова, современных терминов, у них уже это переведено. То есть мы можем на них опираться. Но носителей башкирского языка практически не осталось. Все правильно? Ну, про носителей тоже тут отдельная долгая история. А, Пока что ситуация не такая, как вот алармисты, паникеры, да, там могут расписывать, что типа мы это последние носители, наверное, башкирского языка, а дальше придет поколение, которые вообще ну, будут близко не понимать. Конечно, от этого еще далеко. Есть много семей, которые говорят на башкирском языке, есть много семей, которые ну, прямо стремятся своих детей отдавать в те учебные заведения, где изучается башкирский язык. Я бы хотел вот еще там пару слов добавить по поводу инструментариев, обеспеченности башкирского языка всем необходимым. Вот эту часть тоже не нужно недооценивать. Это очень большая работа. Есть очень много народов, которые мечтают не то, что там до половины дойти того, что мы сделали, башкиры для башкирского языка, но мы, имеется в виду, поколение все, да. У многих народов на сегодняшний день, ну, возможно, давно уже нет книг, нет таких словарей, нет каналов телевизионных и много чего нет. Это достаточно просто поспрашивать э, у тех народов малочисленных, которые в Дагестане живут, где-то в других местах. Поэтому то, что вот этот вагон условный книг и всего необходимого, его не нужно недооценивать. И это огромный такой базис, огромный материал для того, чтобы язык сохранялся еще долго. То же самое насчет людей. Пока что, да, очень много носителей, реальных носителей, которые говорят и еще будут говорить долго. Вот, кстати говоря, я хотел напомнить слушателям про такой интересный момент в истории, как люди воскресили уже умерший практически язык. Вы знаете, иврит, он как язык. И в быту, тем более где-то в каких-то научных сферах он не использовался. Его, по сути, возродил один человек. Этого человека зовут Бен Яхуда, да? Элиэзер Бен Яхуда, который, ну, во-первых, написал словарь, многотомник. Его завершили уже после того, как он умер через много лет. И я предлагаю людям почитать вот его биографию, как люди, любя свой язык, то есть, ну, стараясь его возродить, на какие очень интересные шаги шли. Я думаю, ну, некоторые читатели, слушатели читали вот эту биографию его. То есть суть в чем? Его сын был единственным и первым человеком, который заговорил на иврите. На нем говорили только духовные лица. Это был просто язык вот религиозный, как вот сейчас в Башкирии, да? Если имамы, муллы начинают там хутбы говорить, люди Как не латинский понимают. язык, То наверное, есть да? да, вот я думаю, будет интересно людям. Я этот пример тоже хочу привести для того, чтобы указать, из какого дна, даже не из дна, из небытия вытащили вот этот язык в бытие. Значит, был такой разговор с Теодором Герцелем, сионистом известным, да. Вот он например, был против того, чтобы возрождать какой-то умерший язык. Он не считал это реальным. Он говорил, как мы вообще будем на этом языке общаться? Мы даже не сможем купить железнодорожный билет, потому что не было на этом языке слова билет, не было
таких слов, как железная дорога. Кстати говоря, вот когда Бен Яхуда придумывал новые слова, абсолютно новые, он искал, копался в словарях, и чтобы придумать слово пистолет, он вот вытащил слово, э, по-арабски это хазафа называется. Ну, чем Давид, алейхиссалям, убил Голиафа, да? Кистень по-русски называется. Ну, вот Праща, этот праща. предмет, да, другое слово проще. Переделали его в пистолет. То есть вот просто вдумайтесь, через что люди шли и как они возрождали свой язык. Теперь взглянем на башкирский. По уровню, ну, зрелости, по уровню использования, потом наличием словарей. Кстати говоря, есть словарь военных терминов на башкирском языке. Многие, наверное, его даже в глаза не видели. Очень интересно. То есть на очень много тем написаны и сохранены, иногда придуманы новые слова. Я знаю даже людей, которые вот в современном мире, они сидят и придумывают новые слова для интернета, там, например, для дрона и так далее, и так далее. И самое главное, вот теперь про носителей тоже пару слов скажем. Вот, Руслан, для того, чтобы какое-то сообщество, какое-то комьюнити сели и начали применять несуществующий язык, это такое чудо, да, это такой огромный барьер психологический, который надо порой, ну, стоит неимоверных усилий, чтобы его перешагнуть. Вот я постараюсь объяснить. Вот представьте, живет какой-то народ. Ну, возьмем 200 тысяч условно, да, смоделируем. И они забыли язык своих предков и решили как-то его возродить. Ну, предположим, вот вдумайтесь. И, значит, кто-то умный придумал для них словари, придумал предложения, начал всех заставлять там, ну, короче, открыл курсы. Для того, чтобы вот этот народ, пусть не 200 тысяч, а 5 тысяч из них прямо в быт ввели вот этот язык, да, и начали бы вот друг другу прямо говорить, давай мы только на своем будем говорить. Это такая работа, которая, ну, равна чуду. Кстати говоря, вот потом уже лингвисты сказали, что опыт Бен Яхуды Элизера был единственным в истории. Ну, насчет единственности я не уверен. Наверное, были и другие похожие примеры. Теперь вот просто вдумайтесь в состояние башкирского языка. Ну, очень далеко от этой катастрофы нам. Я знаю много людей, которые, ну, пусть общаются на бытовом уровне, пусть как бы не очень хорошо говорят, но они говорят. То есть они стремятся, они видят перспективы, они хотят не просто на этом языке там говорить между собой в быту, они еще мечтают о том, чтобы ввести его в школьную программу, а там дальше больше и в университет и так далее, и так далее. Но это тоже не утопия. В будущем прекрасном Башкортостане мы это сделаем, иншаллах. Ишмурат Кадрат, я, конечно, понимаю. Ну, давай так, ты будешь, я вижу, рассуждаешь как оптимист немного, да? Давай я буду рассуждать как пессимист или как реалист. А, Теперь я приведу свои Мгм. доводы. У меня далеко не такие радужные, скажем так, настроения и такие радужные примеры, как у тебя. А, По примеру, вот если взять, когда я сказал, что как бы ЕГЭ, да, перевели на русский язык, с тех пор практически во всех деревнях, даже в самых глухих деревнях, дети, вот много, огромное количество свидетелей мне об этом подтверждало, что практически во многих деревнях сегодня, крупных и средних особенно, если еще где еще 20 лет назад на улицах речь была только на башкирском языке среди детей, да, это показатель. Сегодня речь вся на русском языке. Пора играет на улице, общаясь между собой на русском языке. Даже в башкирских деревнях. В глухих деревнях, может быть, еще осталось где-то на башкирском. Но таких, допустим, крупные населенные пункты, как Акьяр, Аскарова, вот еще там Тянгулово, да, еще 20 лет назад разговаривали на башкирском языке, сейчас разговаривают на русском языке. Это показатель того, что население переходит на русский язык обучения. Дальше, точнее, на русский язык общения. Дальше, то есть, если, допустим, берем семью,
Родители разговаривают между собой на башкирском языке. Дети, уже обучаясь на русском языке, между собой общаясь на русском языке, дома в семье разговаривают на башкирском языке с родителями, а родители с ними разговаривают на башкирском языке. Они понимают, но уровень у них очень узкий, знание башкирского языка, очень слабый, только ограничивается бытовым общением. Потом эти дети вырастают, которые в основном разговаривают на русском языке, только иногда с родителями на башкирском. Эти дети вырастают, заводят семьи, берем парня такого, выросшего вот в таком обществе, девушку, башкирку, да, выросшую в таком обществе. Они между собой образовывают супружескую пару, у них рождаются дети. На каком языке они между собой начинают разговаривать? На русском языке. Потому что в большинстве своем свою жизнь они разговаривали на русском языке. Вот они, между собой дома разговаривают на русском языке, соответственно, их дети слышат только русскую речь. Иногда только когда родители приезжают в деревню к своим, бабушкам, ну, к своим родителям, внуки, получается, к своим бабушкам и дедушкам, да, слышат там иногда башкирскую речь. Все, получается, эти дети уже будут вырастать, не понимая ни башкирского языка, не то что разговаривать, даже не понимая башкирского. Образовывая между собой семьи уже эти дети, соответственно, они уже теряют и башкирский язык полностью. Какой процент из этих детей вот когда они вырастут, допустим, у них появятся свои дети, какой процент из них отдадут детей в башкирские школы, вот как бы прям такие проникнутые патриотическими чувствами, национальными чувствами, хотят, чтобы их дети изучали башкирский язык. Ну, ну хорошо, 10%, ну 20%. Просто можно взять, вот сейчас нас смотрит какое-то количество людей. Просто давайте, чтобы каждый зритель взял и оглянулся по своей родне. Сколько детей ваших братьев, сестер, двоюродных братьев, двоюродных сестер разговаривают на башкирском в совершенстве? То есть дома, на улице, зная башкирский язык хорошо, на пятерку. Сколько таких? Я уверенно скажу, что из 10 родственников один-два, наверное, максимум, у которых дети разговаривают хорошо на башкирском языке. В основном все дети разговаривают сегодня на русском языке. Это показатель того, что наше общество русифицируется очень быстрыми темпами. Потом, если брать башкирский язык, что вот у него есть еще запас прочности, согласен. Все-таки мы не маленький народ, нас достаточно много, и у наше положение намного лучше, чем у тех же самых бурятов, там, нагайцев, калмыков, ну или других там малочисленных народов там Кавказа. Но даже у таких независимых стран, там, допустим, да, которые имеют достаточно серьезную независимость или очень широкую автономию, такие как там Уэльс, ирландцы, шотландцы, или вот, даже с расширенной автономией, такие как каталонцы или баски, их очень сложное, вообще положение с языком. Они вкладывают огромные усилия. У них есть реальные школы, на родном языке. Они вкладывают большие деньги в развитие этого языка. Все равно они не могут восстановить популяцию своего языка. Все равно, люди переходят на языки бывших своих колонистов. То что говорить про башкирский язык? Я согласен с тобой, Шмурат Хазрят, что вот это вот чудо, оно может произойти только в том случае, когда у народа появится, знаете, какой-то взрыв, пассионарный взрыв. Вот когда у него пассионарный взрыв, который будет вот прям развивать национальное самосознание, он может появиться только в одном случае, когда народ получит независимость. Если он будет находиться в этом положении, в каком он положении находится сейчас, сколько бы денег ни вливали в него, он будет угасать. Я даю ему максимум 40-50 лет максимум, если он будет находиться в том же самом положении, в каком он находится. Вот ты можешь опровергнуть это? Тут несколько аспектов, конечно. Ну, во-первых, скажу сразу, что запас оптимизма мой пока не иссяк, да. Вдобавок к тому, что я уже сказал, можно было бы еще, ну, много чего добавлять, говоря про языки. Если мы
вот возрождение языка какого-то называем чудом, то это вполне такое реальное чудо. Кстати говоря, вот некоторые ученые там, хотя и пишут, мы не знаем примеров, чтобы умершие языки вновь возродили. Да? Ну, мы это уже опровергли, я считаю, тем, что был возрожден иврит, потом ну, валлийский язык возрождается очень активно, и много других примеров, когда уже вот угасающий язык зажил новой жизнью. То есть такие чудеса не случаются. И тем более сказать, что это чудо на уровне утопии, конечно, нет. Это случается, происходит. Эм, Запас прочности, он действительно большой. Потом про башкир, которые вот ну, практически полностью отошли от башкирского языка. Таких, Руслан, вот мы сегодня наблюдаем, уже в третьем поколении есть башкиры, да, я вот знаю, уже третье поколение некоторых семей, они уже не используют никак их вот деды, которые в советское время были какими-нибудь парткомами, может, условными там, ну, я не знаю, главкомами как-нибудь, да, потом их дети, которым, скорее всего, лет 60 сейчас, ну и наше поколение. Таких семей на самом деле много. Но мы же наблюдаем еще и другой процесс. Есть семьи, которые очень сильно держатся за башкирский язык. Вот прямо маленькие дети, они родной язык первым заговаривают на башкирском. И одно другому, я считаю, не противоречит. Мы, в принципе, с этого и начинали разговор. Для того, чтобы полной жизнью зажил язык, чтобы был оцифрован, чтобы его адаптировали под изучение медицины, там, условно, ядерной физики и так далее, и так далее. Вот этот уровень, да, я полностью согласен, он возможен только при поддержке государства и больше никак. Какими-то разовыми грантами, волонтерам, каким-то отдельным филологам, выделяемым, или тремя-четырьмя премиями каким-то поэтам, поэтессам, конечно, спасти невозможно. Но именно вот этот момент, что язык, э, если не будет, если не будет задачи государства, да, а ее сегодня, кстати говоря, нет ни на республиканском масштабе, ни тем более на российском. На российском масштабе больше вот эти тезисы Дугина там рулят. Конечно, такой ну, невозможно представить, чтобы на башкирском языке писались какие-то там огромные труды по физике, химии и так далее, и так далее. Но тут тоже такая нотка оптимизма, возможно, Руслан. Дело в том, что э, нет взаимосвязи. Ну, то есть нет такого правила, что сужение сферы языка убивает язык. Язык может оставаться на уровне бытового. Язык может быть там, например, инструментом как бы просто каких-то проповедей, да? Я примерно вот так и прогнозирую, Руслан. Допустим, в ближайшие годы сфера башкирского языка будет сокращаться, мы будем слышать его, ну, конечно, в мечетях проповеди, мы будем слышать в быту, возможно, там какие-то кружки заработают, возможно, в диаспорах там объединятся волонтеры, такие оптимисты, и будут, ну, говорить между собой на башкирском. Вот такой, как бы, э, скорее всего, возможно наблюдать. Но не будет на башкирском языке каких-то таких серьезных трудов, более научного характера, но это башкирский язык все равно не убьет. Пока есть люди, которые вот хотя бы в тех упомянутых сферах, которые я упомянул, его применяют. Да, и много вообще в мире языков, на самом деле, на которых там, ну, вообще ни строчки Шекспира не переведено, ни строчки по медицине, да, не написано. Абсолютно нет таких терминов, как вот, скажем, танк, там, я не знаю, боевые дроны, патроны, пистолеты, да. Таких языков много, но они живут. Поэтому вот эти критерии ЮНЕСКО, когда они
ну, начинает делить там языки на грани вымирания и так далее. Язык может вымирать, я лингвист могу сказать, язык может, скажем, по параметрам ЮНЕСКО, он может умирать лет 100, но не умереть, ждать своего часа. А потом в какой-то момент, когда определенная ситуация подвернется, он может зажить второй жизнью. То есть вот так, на очередной оптимистичной ноте Ну, абзац завершаю свой. в ответ я тебе скажу так, что я еще, скажем, не привел такой очень важный фактор, как интернет. Сегодня весь контент, практически очень мало контента. Дети сегодня, вот, ну, если вспомнить наше детство, я, допустим, вылезал, да, там всё время, каникулы или просто после школы я проводил. Сегодня дети сидят в интернете. Интернет весь на русском языке. Очень мало контента, еще раз говорю, на башкирском. И если даже он есть, он не конкурентоспособен. Игр нету на башкирском языке, которые бы дети, которые любят играть. Нету каких-то интересных передач, мультиков и так далее. Очень мало. Это тоже русифицирует очень сильно детей. Просто как пример. Вот, да, Ишмурат Хадрат, ты с нами? Да, я слышал. Да. Просто как пример, я неоднократно видел там концерты башкирской эстрады, молодежной эстрады. Вот все они поют башкирские песни. У нас, Аллаха шукур, как говорится, песни башкирские есть, их поют, их сочиняют и так далее. Молодежи много, которые... Но вот пел он песню, спустился к таким же башкирским певцам, артистам, которые вот они стоят между собой, общаются. Они на каком языке общаются? Они просто общаются между собой все на русском языке. Это я видел неоднократно. Мы устраивали дни башкирской молодежи, когда к нам приезжала а, эстрада молодежная башкирская. Они между собой разговаривают на русском языке. Вот он зашел на сцену, спел башкирскую песню, спустя разговаривает уже на русском языке. Таких примеров огромное количество. А, я бы, конечно, хорошо, то есть, я понимаю, что да, еще раз говорю, что я не такой конченый пессимист, я оптимист, но мой оптимизм заключается в том, что мы башкирский сохраним. Пока еще сохраняем благодаря тому, что был большой задел наших отцов и дедов, которые создавали Академию наук, которые создавали полный цикл образования, среднего образования на башкирском языке, там филологические факультеты в институтах, ну и так далее, и так далее. Это большой был задел, да. И если говорить, ну и плюс количество носителей, все-таки нас, башкир, как ни говори, но больше миллиона человек. И даже если среди них там, ну, 30-50% разговаривают на башкирском языке, это еще, в принципе, достаточно хорошее количество. Наше положение намного лучше, чем у тех же бурятов, калмыков, а я вот очень часто общаюсь с представителями этих народов, там, с нагайцами, удмуртами, марийцами. У них положение очень печальное, намного хуже, чем у нас. У них каких школ нету. Вот у бурятов вообще ни одной школы нету на бурятском языке. Ни одной. У них, у бурят практически, ну, наверное, 90% населения, тех, кто владеет бурятским языком, это старше 5 лет, 60. То есть у них нету уже передачи. У калмыков то же самое. Ну и другие народы. Вот. Но вот ты же понимаешь, что вот в этом режиме, как я вот до этого говорил, ты не ответил на этот вопрос. Вот тот режим, который сейчас существует в России, та политика, которая сейчас существует в России, она а, с- делает все, чтобы наши языки умерли. Вот какой ты даешь задел в годах для того, вот, что наш башкирский язык вот сколько еще протянет. Вот если учтем, что этот режим сохранился, Путин остался, там умер, вместо себя оставил преемника, там пришел Бортников, Патрушев, там и младший Патрушев, там, ну, вот эта вся банда сохранила власть и сохранила ту же самую политику. Какой ты даешь задел для башкирского? Очень
хороший вопрос. А, Именно, скажем, противостояние режима, режим versus язык, да. Вот режим пытается убить не только башкирский язык, но многие языки, да. И какой у него запас прочности, сколько лет у него есть. Ну, и в этом вопросе я тоже оптимист, Руслан. У этого режима такого времени нет. Его просто нет, потому что ну, я и 10 лет назад прогнозировал, где-то 50 лет давал. И сейчас похоже на то, что где-то 50-40 лет еще есть запас прочности у башкирского языка. То есть раньше, чем через 50 лет, не будут сидеть башкиры и думать, когда-то был такой язык, и наши деды говорили, а попробуем мы тоже заговорить. А давайте, кто помнит какое-нибудь предложение. Такого, ну, такой фантастики, такого ужаса не наступит раньше, чем через 40 лет. Это точно. А 40 лет у этого режима нет. Поэтому в этом плане тоже есть оптимизм. И далее, вот этот пример, который ты сценой приводил, да, там поют на сцене, потом спустились, перешли на русский. В принципе, этот пример, он справедлив, Руслан, ну, очень для многих народов и случаев. То же самое делают, но в Испании, я уверен, там вот каталонцы, баски, потом есть такой и в Казахстане, да, но оказывается, там тоже есть проблемы. Кстати, для меня это было открытие, что они до сих пор бьются за позиции казахского языка. Я уже молчу про другие народы, которых не так много в России, как нас. То же самое про арабов можно сказать, в конце концов. Ну, арабы, которые где-то в Европе живут, да, ну, их там отцы, деды ругают, там, ну, как говорите на арабском, они говорят на французском, немецком и так далее. Но тут, знаешь, как вот людей что пугает? Вот они полностью перешли на другой язык, то есть на язык более практичный, язык той страны, в которой они живут. И почему-то вот охота кому-то поверить в такой ужас, в такой страх, что они превратятся в носителей вот этого языка. Ну, во-первых, многим дорога закрыта просто-напросто. Никогда турки Германии, они не превратятся в немцев. Банально их просто не впустят в этот социум. Никогда арабы, афганцы, которые вот выросли где-то во Франции, их не впустят просто. То же самое вот про бурятов это вообще очень такой пример явный. Но и что? Предположим, полностью утеряли они язык. И что? Стали они русскими? Но русскими в таком смысле, какими их мечтает Дугин условно их сделать, да? Вот эти идеологи русского мира, там Дугина, Фурсова и так далее, Четверякова, сколько их там. Они, то есть помимо лингвистического, Руслан, барьера, есть еще куча других барьеров, понимаешь? И вот эти барьеры, они не впустят башкир в какой-то другой мир. Да кому мы нужны? Мы что, станем там русскими, станем, ну, ком-то испаримся. Ну, например, татарами, может, мы станем. Конечно, нет. Мурат Кадрян. Потом уже подвернется какое... Ну, я сейчас закончу это, я уже закончил почти. Да-да-да. А потом подвернется такая ситуация, когда башкирам, там, бурятам, условно, кому-то нужно будет вспомнить, кто они. Понимаешь? Экзистенциальный такой вопрос. И когда они начнут вспоминать, кто они, вот тут уже с новой силой встанет вопрос возрождения уже утухающего языка. Этот Вот, абзац я тоже вот закончил. по поводу бурят я согласен. Все-таки буряты очень сильно отличаются от русских. Антропоморфия. Да-да. Антропологически, да, очень сильно отличается. Но я бы поспорил здесь по поводу других народов. Ну, тех же самых марийцев, чувашей, удмуртов, эрзи, мокши, допустим, карел. Их вот карел осталось всего 6% в своей республике. 6%. Еще 50 лет назад их Из- было 30%. Но куда они делись? Не, Извини, не извини, вымерли же. Руслан, смотри, смотри, есть, да, отдельные такие случаи, которые, ну, сейчас, если мы начнем тоже обсуждать, мы в такие дебри уйдем. Понятно, вот этот там тотальный оптимизм, который, может, кому-то показался, что он у меня абсолютный, да,
он, конечно, имеет тысячи оговорок. Например, китайцы, да, это же тоже факт, они в себе растворили около 300 таких этнических групп. Ну, естественно, таких, которые примерно как они и выглядели. И то же самое, ну, русский этнос, мы прекрасно понимаем, там очень много народов, народностей, подгрупп, в том числе славянских, в них растворилось и дальше будет растворяться. Ну, просто ну, у нас сегодня же разговор про башкирский язык Но, и Ишмурат про Квадрат, башкир. Вот я у башкир есть огромный барьер, чтобы вот туда не уйти и не раствориться. ну, хорошо, но ты же знаешь, что башкиры антропологически тоже разделяются на несколько типов. Среди них есть, э, с европеоидные типы, которые не отличишь от русского. Вот эту часть мы можем потерять, если учитывая, что мы потеряли полностью язык, как ты говоришь, да, потеряли язык, но народ сохранился как башкиры. Но очень быстро европеоидного типа башкиры очень быстро, перейдут, станут русскими. Ну, у нас еще фактор, конечно, есть Это мы еще ислама. раз. Ислама фактор есть. Вот, мы про это как бы сегодня умышленно не говорили, но как исследователи, ученые, да, там социальные психологи, они же ставят все-таки религию немножечко выше языка, то есть именно маркер самоидентификации, да, язык, конечно, это важная вещь, то есть про это очень много написано. Ну, вообще даже как бы, может быть, даже немножко погорячились, что религию поставили выше, потому что народы называют именно названием же языка, башкирский, башкиры, да, там кто на русском, русский и так далее. Да, поэтому, может быть, где-то равнозначно. Но у нас есть еще и действительно ислам. Кстати говоря, вот эти упомянутые тобой народы, ну, я вообще с этим и связываю. То есть близость религий, иногда полное принятие православия. Вот их просто растворило в русском этносе. Поэтому нет, понятно, да, понятно, будет какой-то процент, который, скажем так, уйдет к русским, по-простецки так выразимся. Чё далеко ходить, мои родственники такие есть. Но сегодня, никак, ни по каким понятиям их башкирами уже не назовешь. А, вот, но все-таки основная часть башкир по всем понятиям э, антропологически в том числе, им путь в русификацию, неправильно выразился, путь в ассимиляцию закрыт. Такая вот надежда большая есть. И тем более, ну, да, исламский фактор крепнет. Мы А, сегодня это, конечно, не затрагивали. Я с самого начала хотел сказать, что этот разговор может затянуться. Но вот, кстати говоря, про ислам, может быть, уже ближе к завершению. Ислам– это тот фактор, который помогает сохранить язык. Мы же говорили, что башкирский язык, возможно, если будет терять свои там позиции, сферы, то в мечетях он, иншаллах, точно останется. Он и звучит сегодня вот в кругу практикующих мусульман. Его, наверное, чаще можно услышать, чем в каком-нибудь условном университете. а, по поводу тоже свои контраргументы. По поводу антропологического фактора. Берем Соединенные Штаты Америки. Кого только нету. Антропологические люди абсолютно разных цвета кожи, разреза глаз, и так далее. И все они бывшие итальянцы, ирландцы, там, нигерийцы, индусы, китайцы и так далее. Сегодня практически все они, там, если в трех-четырех поколениях, они все американцы. Вот. Даже религия не играет там никакой роли, они все себя считают американцами. То есть, если вот эта политика, сознательная политика русификации, которая сейчас идет, когда нас заставляют считаться русский башкир, татарин, русский чеченец, что у нас русский мир, заставляют петь песню «Я русский» и так далее, и идет сознательное уничтожение языков, лингвоцид, как я его называю. А, Почему ты не думаешь, что рано или поздно все придет к этому?
Но если пример с Америкой, а, да, они называются все американцами, но ты посмотри, как они и кем воспринимают друг друга, да. Я в Америке, конечно, не был, но по рассказам друзей, да, и фильма достаточно, и фильмов, да, как они смотрят на индейцев. Там: "Эй, вождь, подойди сюда", там, друг друга там по цвету кожи обзывают. То есть сказать, что вот, значит, появился какой-то аморфный американец без религии, без каких-то маркеров, конечно, нет. У них просто вот эта графа в паспорте известная, да, она немножко просто другую смысловую нагрузку имеет. Но даже тысячу раз будут назвать там жителя России будущего, ну, условно, давай возьмем 2050 год, и там русский башкирского происхождения. Как-то это повлияет сильно, чтобы люди друг на друга смотрели как на там, своих, именно своих. Конечно, нет, абсолютно нет. Я в это вообще не верю. Могут даже они на законодательном уровне это закрепить, что вот, допустим, если ты приезжаешь в Россию и скажешь, я башкир, ты там нарушил закон, ты должен подчеркивать, я русский башкирского происхождения. Даже если вот на такие какие-то чудовищные меры пойдут, как в Северной Корее, это все равно ну, ситуацию ну, сильно не Да, с нами Шмурат Хазрят снижу. тебя это выбивает. Да-да-да. Слышишь, да, меня? Да-да-да, я слышу. А. Ну, смотри, вот, еще, скажем, 5-10 минут возьмем нашего времени помехи. Вот по поводу мечетей. Ты говоришь, что по проповеди как-то между собой там на башкирском языке стараются. Но ты же знаешь прекрасно, что наши все муллы, имамы, хатибы, они все подотчетные власти люди. А некоторые даже и Усть-Харевка подотчетные. И эти люди, если завтра придет приказ о том, что проповеди вести только на русском языке, много ли ослушается башкирских мул и имамов, которые будут вести проповеди, игнорируя этот приказ? Много ли будут на башкирском языке, если будет указ вести только на русском языке? Во-первых, во-первых, даже указа не нужно. Э, Прекрасно люди, ну, ведут все проповеди на русском языке, и наоборот, нам надо прилагать усилия, даже чтобы в какой-то определенной мечети перешли на башкирский язык. Это я знаю, как и бывший имам мечети. То есть очень трудно вот преодолевать вот этот барьер. Люди говорят, говорите на русском проповеди. Это во-первых, да. Во-вторых, Руслан, ну, если бы ты знал, насколько вот эти проповеди, насколько их влияние мизерное на паству. Я приведу вот пример. А, То, что в проповедях там 20-летиями, 30-летиями говорится, ну, поверь мне, молодежь вообще не слушает таких официальных имамов и живет своей жизнью. Это точно, это факт. Какие-то такие критические моменты истории, это мы прекрасно видим, когда где-то начинаются какие-то страшные дела, и прямо с минбаров имамы говорят, не идите туда, допустим, да, а вся молодежь куда-то рвется. Ну, условно, я не буду всех примеров приводить. Условно, например, если пошла мода переезжать в Турцию, да, все имамы говорят, не уезжайте там, дорогие, оставайтесь здесь. Такое ощущение, что пропорционально там просьбе имамов не уезжать, пропорционально растет желание у этой паствы уезжать, наоборот. Вот. И наоборот. Вот эти имамы, они разве на выборы не приглашают? Голосуйте там за Единую Россию, голосуйте за кого. Ну, много ли вот этих верующих молодежи идет там голосовать? Конечно, нет. Поэтому я, когда говорил про мечети, я именно вот на низовом уровне, как верующие общаются между собой там на родных как бы
на татарском, башкирском. А чтобы имамы на эти процессы влияли, нет, конечно. То есть их влияние мизерно. Мурат Хадрят, вот заканчивая, еще приведу такой факт. Факт того, как сегодня власть пытается, наверное, обманывать башкирское общество о том, что дела не так плохи, достаточно все хорошо у нас, что башкирский язык не находится на грани исчезновения. Ну вот, у тебя оптимизм тоже есть, конечно, а они, еще обосновывают это цифрами какими-то. Вот когда я, выложил, а, статистику, вот которую ты тоже приводил здесь, о том, что меньше школ стало, там с 577 осталось 212. Из, того, что было там, допустим, сейчас скажу, 52 500 учащихся на башкирском языке, из них осталось 32 тысячи. 52 000 было в 2007 году, и в 2019 осталось 32 Мгм. тысячи. И вот тут есть такой канал, факт-чекинг по-башкирски. То есть этот канал, он любитель, как они говорят, как бы, опровергать, а, лживую информацию, да, якобы фейки. Мгм. Опровергать фейки. И вот Мгм. они любят опровергать фейки, там, пруфов, да, то есть издания или других каналов. Когда я выложил вот эту статистику по башкирскому языку, они опровергли меня, написав вот здесь, что якобы, при Габасов как бы сгущает краски, на самом деле все очень хорошо на данный момент. Рост идет, положительный рост, открытия школ, учащихся при Хабирове. Вот, и сейчас было, если 212 школ, то сейчас их стало, так, сейчас стало 396, то есть это получается на 100 там 70, да, с чем-то школ, 174 школы стало больше. И, количество учеников достигло 37 000, 32, как я до этого писал, да. Из точнее, из 30, да, из 32 500 сейчас стало 37 000. Я вот просто путем математического, вычисления опроверг вот их доводы в том, что они лгут. И вот я здесь, указал то, что если как бы посчитать, да, что вот прибавилось 184 школы, 184 Мгм. школы прибавилось, и 32 500 стало 37 000 учеников на башкирском языке, это значит прибавилось 4500 учеников. Если разделить эти 4500 учеников на 185 школ, то получается по 25 детей на одну школу. Это получается один класс. Школа же не может существовать из одного класса. То есть здесь явно подтасовка фактов. Скорее всего, даже если они приведут примеры, какие-то там ссылки на какие-то министерства образования, о том, что вот указы какие-то, какие-то данные, что появились такие школы действительно они говорят именно на башкирском языке. Нужно отличать, кстати, здесь обучение на башкирском языке или обучение башкирского языка. Это разные вещи. Если школа с обучением башкирского языка, это значит, что там просто преподают башкирский язык как урок. 1 час в неделю остался в национальных республиках. Как когда-то у нас немецкий, английский. Да, да, да. Сейчас остался 1 час в неделю. Вот. А с обучением на башкирском языке, это значит, где дети учатся на башкирском языке. Как я до этого говорил, предметы, самые легкие предметы. Пение, музыка, там, физкультура, труды, может быть, там, э, какой-то там животный мир, природоведение и так далее, литература. А такие серьезные уже предметы уже везде на русском языке. Так вот, скорее всего, здесь речь идет о школах, в которых, либо идет обучение, где открылись башкирские классы. Вот Мгм. берем, допустим, русскую школу, и есть там 2 класса башкирского языка, там 15, там по 20 человек. Либо где действительно обучение, где изучается башкирский час в неделю. Вот, скорее всего, это так, потому что не может быть, чтобы, э, на 180 с лишним школ 4500 добавилось учеников. Это по 25 учеников на одну школу. Говорить о том, что какие-то школы там, с каких-то школ бывших башкирских, забрали детей, перевели в новые школы, ну, это сомнительно. Я о таком не слышал. Вот,
результаты как бы того, что у нас на сегодняшний момент мы имеем. Да, ситуация не самая плохая, но я сторонник того, чтобы бить в набат тогда, когда еще а, можно не, скажем так, не прикладывая титанических усилий, спасти языки наши, спасти наш язык. Я вот сторонник этого. Я считаю, что если мы не получим независимость, наша республика не получит независимость в ближайшие там 30-50 лет, мы перейдем вот как раз тот рубеж, тот Рубикон, после которого, скорее всего, мы башкирский язык уже никогда не спасем. Он у нас останется вот как какой-то рудимент, исторический рудимент, который вот, на котором будет литература, будут какие-то вот там серьезные националисты или там какие-то серьезные исследователи башкирского языка, вот фанаты, вот эта маленькая кучка вот этих людей еще будет как-то им увлекаться, что-то. Ну а все остальное, основной народ, он будет полностью русифицирован, вот скорее всего. И только независимость может нас спасти, потому что, глядя на то, как стремительно развивается язык у тех народов, у республик бывшего СССР, которые получили независимость, я могу сказать, что вот их языки спасла независимость. Тот же самый казахский, у которого огромное количество проблем и до сих пор еще есть, но он развивается. Худо-бедно, но развивается. Что не скажешь о белорусском языке, который является, Беларусь тоже является независимой по факту, да, и независимой страной, но они оставили у себя как государственный язык обучения, как государственный язык вообще страны, второй государственный. Все. Я здесь живя в Литве, огромное количество белорусов встречал, особенно тех, которые сбежали после следования вот событий 2020 года. Лукашенко начал. Огромное количество белорусов. Я за все знакомство со всеми белорусами я встретил только одного человека, белоруса, который разговаривает на своем. Все остальные на руси полностью. Вот так. Только независимость, я считаю. Вот как бы вот заканчивая вот наш эфир, скажи, пожалуйста, Как с чего разговор и начинался, собственно говоря, да, только в независимом государстве язык может применяться полноценно во всех сферах. На нем там и товарооборот, и документооборот, и медицина, и ядерная физика, и так далее, и так далее. То есть все сферы современной жизни, конечно, могут быть только в независимом государстве, но так, чтобы вот э, при нынешней ситуации там у башкирского языка там э, осталось так мало времени, и даже если он погаснет, да, погаснет вот так страшно, как ты описываешь, я с этим немножко не согласен. Я еще, кстати говоря, хорошо, что ты упомянул Казахстан. Мы не забываем же, что башкирский язык это тюркский язык. Для того, чтобы полностью потух башкирский язык, нужно, чтобы также полностью погас и татарский язык, и казахский, и другие тюркские языки. Это звучит странно. Вот, кстати говоря, некоторые не соглашались со мной, когда это еще, помнишь, я когда-то это озвучивал. То есть я и как лингвист, и как немножко исследователь вообще не представляю, чтобы при жизни татарского языка, когда еще много тысяч человек татар говорит на татарском, чтобы перестали существовать люди, говорящие на башкирском, вот это, конечно, ну, для меня кажется нереальным. Но вот так примерно на этой оптимистичной ноте. Я, кстати, Руслан, да, тоже. Я думаю, может быть, будут люди, которые вот это послушают и захотят какие-то другие аспекты, да, там, оспорить, э, какие-то доводы отправить. Мы будем благодарны слушать критику и ответить на вопросы, которые вы где-то в комментариях там зададите. Да, да, Вот. я считаю, что тема очень глубокая, очень обширная, и я думаю, что нам обязательно надо будет продолжить тему. Действительно, посмотрим, какие будут отзывы на эту передачу, какие будут комментарии. Выберем самые интересные. Я думаю, что в ближайшее время сделаем еще один эфир.
Мгм. Яшәһен башкорт теле. Аминь. А на этом тогда все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, распространяйте, пожалуйста, видео, пишите в комментариях, задавайте вопросы. Я оставлю в ссылке, а, в описании ссылку на канал Ишмурат Хазрята, на YouTube канал, на Telegram канал его. Ходите, читайте, пишите. На этом все. Мгм. Ал булыгыз, Благодарю, Руслан. атле милләттәшләр. Сау булыгыз.